أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат Аль-Ирбили, знаменитого ученого, шейха, который внес очень величайший вклад в развитие ислама. И его книга Канзуль Гирфан, в котором собраны из разных источников 1001 хадис. Эти источники, такие как Сахих, Бухари, Муслим, Булугуль Марам, Аскалани, в то же время Суюти, Джамиус Сагир, и Сунанов ибн Маджа, Тирмизи, Нисаи, и Муснад ибн Ахмад ибн Ханбаля, и в то же время таких, может быть, нам малоизвестных на нашей территории, но достаточно известные долгое продолжительное время в исламских странах, в других странах, может быть, для нас это может быть новый Канзуль Хакаик, знаменитого мухаддиса Мунави. И хадисы, которые собраны с тем условием, чтобы развивать мусульманина духовно. Как видим, каждая глава поступенчато объясняет то или другое духовное состояние или состояние адаба ахлака, морали и нравственности. Сегодняшняя глава о превосходстве уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Баб ма джаа фи фадлил уммати. Первый хадис: «Иттакуллаха фирасаталь му'мин, фа иннаху янзуру бинуриллахи азза ва джалла». Страшитесь, бойтесь духовного взора, фирасата, совершенного мусульманина. Потому что он своим духовным взором может посмотреть в вашу душу, в ваши сердца и узнать ваши секреты. Секреты такие, что Аллах Субхану ва Тааля раскрывает внутреннее состояние этого человека для совершенного мусульманина. Потому что, говорит здесь в хадисе, что фирасат, то есть совершенный муслим, совершенный мумин, совершенный уверовавший мусульманин, он смотрит взором Аллаха. Так же, как в одном хадисе, Аллах Субхану ва Тааля в хадисах Кудси говорит же нам, мы об этом очень много раз говорили и слушаем, и слышим этот хадис, что если раб начинает приближаться и достаточно он совершает многократные поклонения и с нафилями, с добровольными молитвами, с добровольными видами поклонения начинает приближаться ко мне, то я, говорит Аллах Субхану ва Тааля, превращусь в его взор, превращусь в его слух, превращусь в его язык, превращусь в его ноги, которыми он ходит. О чем это говорит? Что Аллах Субхану ва Тааля приближает его и делает его совершенным. Не о всех мусульманинах, не о всех уверовавших говорит это хадис. Что фирасат аль-му'мин говорится о совершенном мусульманине. Какой же он бывает совершенный? Тот, который действительно понимает ариф. Их еще называют аулия Аллах. Они очень близкие друзья Аллаха, которые постоянно пребывают в поклонении и никогда не входят в какие-то распри и никогда не считают себя выше других. Это аулия Аллах, ариф Аллах, те, которые познали, те, которые достигли высот. Можно ли, прочитав какой-нибудь аят или хадис, и за короткий период времени достичь такого уровня? Все может быть с повеления Аллаха, но такого еще не бывало. Аллах может сделать человека совершенным, но требуется практика, требуется изучение, знание, не информации, которую сегодня получает там или здесь, послушав 1-2 раза. Нет, это должно быть постоянно, и должно быть постоянная практика, постоянное усердие на пути Аллаха. И то усердие должно быть правильным,
то, которое пророк Мухаммад ﷺ и его последователи-сподвижники, и последователи сподвижников, табиин и ат-табаут табиин, нам объяснили в этом виде. Ахли сунна валь джамаат. Другие пути не принимаются. Ахли бид'а не принимаются. Некоторые думают, что я вот выучу, попрактикую, чуть-чуть почитаю намаз, и я достигну совершенства. Нет, не получится так. Нет, человек должен полностью пожертвовать себя Аллаху. Это не говорит о том, что он пожертвовал Аллаху и пошел, взял вилы и начал драться против других людей. Нет, не об этом. Человек должен победить свой нафс. Человек, побеждая свой нафс, может достигнуть. А победить нафс и подчинить этот нафс, убить нафс невозможно и нельзя. Подчинить нафс очень трудно. Это требует кропотливых, долгих лет усердий. Уммати умматун мубаракатун ла юдра ауалуха хайрун ау ахируха. Моя умма, благословенная умма, говорит Мухаммад ﷺ. Я не могу сказать, первые хорошие, те, которые прибыли, или же последние. Есть два варианта объяснения этого хадиса. То есть про первых, кто более приближен к Аллаху, первые из моей уммы, или те последние, говорит Мухаммад ﷺ. Первый вариант, речь идет о сахабах. Те, которые из числа Абу Бакр Сиддика, Хадиджа, Аль-Кубра, Умматуль Муминин, или же Хазрати Гали, там, Умар ибн Хаттаб, первые, самые приближенные к Аллаху, или же те, которые потом присоединились, уже будучи в Медине. Один из вариантов. Комментарий к этому хадису. Вот то, что мы сейчас объяснили. Второй же вариант. Кто лучше? Первые, то есть, которые были рядом со мной, или те, которые будут перед судным днем. Потому что Мухаммад ﷺ говорит, что перед судным днем моя умма будет совершать какое-нибудь деяние из моей сунны. Это в назидание, подчеркиваю, тем людям, которые отвращаются от сунны, даже чтение сунны намаза, после того, как прочитали фарз, оправдывая себя, что мы будем читать дома. Хотя дома нужно читать нафиль, добровольные, дополнительные молитвы, не суннаму аккада. И обращаюсь к таким, говорим, что Мухаммад ﷺ говорит, что кто-то возродит мою сунну, кто-то будет беречь, охранять мою сунну, то он удостоится вознаграждению 50 среди вас самых замечательных моих сахабов, говорит Мухаммад ﷺ сахабам. Может быть, среди самих себя, переспросили сахабы. Нет, нет, говорит. Он удостоится 50, вознаграждению 50 моих самых близких сахабов, как Абу Бакр Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Гаффан. Вот про них и так далее, говорит Мухаммад ﷺ. Про этих речь идет. То есть те, которые уже не видя Аллаха уверовали, не видя пророка Мухаммада ﷺ, не находясь рядом с ним, уверовали и следуют его сунне, и стараются достичь любви Аллаха, богобоязненные и подчиняющиеся, муттакин. Вот про этих, которые стараются уберегаться не только от запрещенных, но и от сомнительных, и даже они не используют разрешенный халяль, не расточительствуют, они используют даже халяль только ровно настолько, насколько нужно для поддержания силы, чтобы прожить этот день. Вот про них речь идет. Третий хадис. تقول النار للمؤمن يوم القيامة جوز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. В судный день, когда мусульманин, му'мин, уверовавший, будет проходить через мост Сират, который расположен над адом, и огонь ада, ад, будет кричать и вопить, и умолять этого мусульманина, говоря, что быстрее проходи, быстрее пересеки этот мост, о му'мин, о уверовавший, потому что твой божественный свет, который заложен в твоем сердце Аллахом,
тушит огонь ада. То есть свет, божественный свет Аллаха, который мы получаем через усердие, через поклонение Аллаху, стараясь достичь Его довольства, стараясь достичь Его любви, будучи человеком, как определил Мухаммад, саллиллаху алейхи, совершеннейший человек в мире за весь период цивилизации существования этой земли. Мы это говорим, не боясь, бесстрашно, потому что без страха и без сомнений, потому что Аллах Субхану ва Тааля создал своего любимца из божественного света. Хотя он такой же человек, как и мы, но он самый любимый, Хабибуллах, любимец Аллаха. Из-за этого если тот божественный свет, который был у Мухаммада, саллаллаху алейхи, если он переселился к нам, и Аллах ввел его в наши сердца и в наши души, то огонь ада будет вопить: о мусульманин, о мумин, быстрее проходи, быстрее пересеки этот мост Сирата, потому что твой свет, нур Аллах, тушит мой огонь. مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. Пример моей уммы, говорит Мухаммад саллаллаху, пример сравнительно как дождь. Первая капля дождя полезная для почвы, или же самое последнее, когда заканчивается дождь, полезно для почвы, неизвестно. Из-за этого моя умма, она полностью хороша. Что сахабы, что последние, которые будут перед судным днем, они будут отвечать ровно настолько, насколько им было вменено исполнять и виды поклонения, и насколько им был возложен Аллах Субхану ва Тааля ответственность в виде того, насколько Аллах раскрыл разум, понимание, и насколько раскрыл душу для воспринимания того понимания, которое Аллах Субхану ва Тааля возложил на нас. То есть мы как дождь, неизвестно какая капля, первая или самая последняя капля, полезная, хорошая. Аль-му'мин акраму аля Аллахи мин багдил малаикати. Если мусульманин, действительно всем душой и сердцем поклоняется и любит Аллаха, то он ближе к Аллаху, чем все ангелы, взятые вместе. Он превыше ангелов. Мы создали человека благословенным творением, говорит Аллах. Если он следует тому, что я приказываю, и удерживается от того, от чего я удерживаю, и следует пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, «Ман юти'ар расуль факад атага Аллах», и кто подчинился пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, все подчинился Аллаху, говорит Аллах субхану ва тааля в Коране, то тот мумин, этот уверовавший мумин, мусульманин, он становится выше моих ангелов и ближе мне, чем мои ангелы. Ангелы безгрешные, мы знаем об этом. Аль-Ислам я'лу ва ла ю'ля алейхи. Ислам всегда на высоте. Ничто другое не может быть выше ислама. То есть ничто не сможет уничтожить ислам, потому что ислам – это религия Аллаха, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи. Ислам всегда остается выше. Как бы его сегодня не пачкали, как бы на него не бросали грязь, как бы его не обмазывали разными грязи, разными суевериями или чем-то, ислам всегда останется на высоте, потому что это божественный свет. «Варадиту исламан динан». Я религия, я довольствуюсь исламом, говорит Аллах субхану ва тааля в Коране. И что бы ни делали те противники ислама, которые ненавидят или не любят, или не воспринимают ислам, то никогда все равно Аллах субхану ва тааля сделает так, что ислам будет выше всякой этой грязи, которыми сейчас стараются закидывать ислам и мусульман. Никогда ислам не испачкать, никогда ислам не будет под ногами каких-то нехороших
вредных противников, не любящих человеческую цивилизацию и не любящих те законы человеческой цивилизации, которые Аллах Субхану ва Тааля вменил этой человеческой цивилизации и определил как религию. Религия превыше всего. Ислам называется религия, то есть подчинение Всевышнему, Господу. И Аллах Субхану ва Тааля, Он поднимает человека на еще более высокий уровень. Куллама таля умру муслими кана хайран лаху. Чем дольше живет мусульманин на этом свете, говорит Мухаммад саллаллаху, тем лучше для мусульманина. Некоторые стараются побыстрее уйти из этого света, делая какие-то ошибочные заявления в виде того, что нужно жертвовать собой, быстрее воссоединиться с Аллахом и попасть в рай, уничтожая вокруг себя, и вокруг себя людей. Это неправильно. Мухаммад саллаллаху говорит, если человек действительно следует пророку Мухаммаду саллаллаху, следует пути друзей Аллаха, аулия Аллах, то лучше ему подольше жить на этом свете. Почему? Да потому что чем больше ты живешь на этом свете, тем больше ты можешь совершать благие деяния и получить довольство Аллаха. Потому что когда ты ляжешь в могилу, ты уже не сможешь ничего полезного не сможешь совершить. Ни намаз, ни тахлиль в виде ля иляха илля Мухаммад Расулуллах, никакой зикр, никакой тасбих, никакой мольба дуа, ничего невозможно совершать, потому что душа покинула тело. Человек может совершать благие деяния в этом мире. Чем больше совершаем мы благих деяний, тем лучше для нас в судный день. Дай Аллах нам всем здоровья и долгих лет жизни, и довольства Аллаха, и счастье в этом мире и в будущем мире. Раббана атина фид дунья хасанатаху ва фил ахирати хасанатаху ва кина азабан нар. Аллах.